Здравствуйте, в государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Делегация Южной Осетии во главе с Анатолием Бибиловым почтила память остинских добровольцев в Абхазии. Важная, нужная профессия. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и дошкольные работники. Строительство жилого комплекса на месте бывшей текстильной фабрики в самом разгаре. Уже возведен первый пятиэтажный корпус. Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым принимает участие в праздновании Дня Победы и независимости Абхазии. Сегодня Анатолий Бибилов возложил цветы к памятнику погибшим добровольцам из Республики Южная Осетия в Отечественной войне народа Абхазии. Яна Плеева продолжит. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов посетил Республику Абхазия в преддверии празднования Дня Победы и независимости. В рамках визита планируются переговоры президента Южной Осетии с президентом Абхазии Асланом Бжаня, а также встреча в расширенном составе с участием членов правительств двух стран. Благополучие прекрасной абхазской земле, народу Абхазии. Мы находимся в преддверии празднования победы в Отечественной войне. Дай Бог, чтобы у абхазского народа всегда были только одни победы. В составе югосинской делегации министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гасеев, советник президента Дмитрий Атрушенко. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов возложил цветы к памятнику погибшим добровольцам из Южной Осетии в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. В церемонии возложения приняли участие члены делегации Республики Южная Осетия, вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба, министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кофе, ветераны, добровольцы из Южной Осетии. Вот этот памятник показывает наши отношения с Абхазией. Если уж молодые люди сложились в голову за народ Абхазии, за братья, которые тогда были в тяжелом положении. И это братство даже не с того момента, как была Отечественная война в Абхазии, а еще со времен наших предков, когда считалось и в Осетии, здесь, в Абхазии, считается, что абхазы и осетины являются братьями. Вот эти отношения, они не сегодня есть, и уверен, и убежден, что они останутся и завтра, и послезавтра, и это будет на века. То, что сегодня наши народы живут спокойно, без боязни за своих детей, за свое будущее, это еще больше, без сомнения, укрепляет наши дружеские связи, и я думаю, что они будут наращиваться. Отвечая на вопросы абхазских журналистов об абхазо-югосинских отношениях, Анатолий Бибилов отметил, что подвиг добровольцев и общая борьба за свободу обязывают нынешнее поколение двух республик поддерживать друг друга, выстраивать отношения во всех сферах. Яна Плеева, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня. Печальная весть. Не стало истинного патриота Осетии Филиппа Хачерова. Он служил Отечеству и был рядом с остинским народом как в тяжелые для нашей республики годы, так и в мирное время. Все эти трудности не могли сказаться на его здоровье. Филиппу Хачерову было всего 57 лет. О жизни достойного сына Осетии в материале Оксаны Живоевой. Ушел из жизни один из истинных патриотов Осетии, человек, который много лет отдал служению родине, Филипп Хачеров, участник всех войн, которые пришлись на нашу многострадальную землю. Он встал рядом и с братским народом Абхазии и защищал свободу не только автоматом, но и словом. В начале 90-х основал первую независимую газету. Начальник штаба миротворческого батальона, полковник, его знали как настоящего офицера. Филипп Хачеров проработал на многих ответственных должностях. Он начинал трудовую деятельность еще в советское время. Работал в сфере туризма, гид-экскурсовод, администратор на горной туристической базе. Несколько лет занимал должность главы администрации Ленигорского района. Будучи главой администрации, Филипп Шотаевич организовал для детей в Ленигорском районе оздоровительный лагерь в этностиле, чтобы дети не просто дышали свежим горным воздухом, но и вдыхали нашу культуру. Казалось бы, человек военной закалки должен быть жестким, но Филипп Шотаевич был добрым, творческим человеком. Писал стихи, рассказы, статьи. Филипп
Шотаевич организовал оркестр при Министерстве обороны. Благодаря ему во время парада в 90-х годах играл небольшой, но оркестр. Он ушел из жизни рано, но его добрые дела и достойные поступки навсегда останутся в сердце народа. Оксана Джуева, Лали Кодоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. К другим темам. Строительство нового микрорайона в самом разгаре. На месте бывшей текстильной фабрики уже завершилось возведение первого пятиэтажного корпуса. Всего здесь будет построено 4 многоэтажных дома. Полностью жилой комплекс будет сдан в эксплуатацию к 2023 году. Подробности далее. Уже совсем скоро на месте бывшей текстильной фабрики появится новый микрорайон. Сейчас здесь возведен первый пятиэтажный корпус. На объекте задействовано свыше 80 человек. Работы выполняет компания «СТМЮК». На стройке работают в основном местные рабочие бригады. Первый пятиэтажный корпус уже отстроен. Ведутся внутренние работы. Сдача намечена на декабрь 2022 года. Второй корпус уже рахкаттам. Крышайвани уже рахкаттам мида как костарсаве. Яфлдар штукатурка фаси. Так и этаж на база до 5 этажу штукатурка ханинак 2 салдар подъезда. Основной штукатурка отделочный кустак, она то есть сантехника, там стойки, штукатурка, стяжка, полу стяжка таханам. В первый дом уже подключены все коммуникации. Теперь рабочие заняты подведением сетей к остальным домам. На месте работают сантехники и электрики. Газ стояк так, кондест, наружный газопровод, конду юлдар, мидагайдар стояк та юлдар кондест, газом, ну сантехнический проводка канам, естественно отопление, сантехника, водопровод, юлдар. С 2020 по 2023 год запланировано строительство жилого комплекса, подобного многоэтажкам, построенных на улице Братьев Губаевых. Всем необходимым строительная фирма обеспечена. Корпуса будут пятиэтажными с 5 подъездами. При строительстве будет использован кирпич, который отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Первый этаж, ам 2 этажа практически уже, ам дармана фицаг этажа лархаем. Куштанам нормально, факкан салспетта техника идар хастыстам, материалы не самой сухнистам, поставка алабондар синам савинс, материалы и машината задешками не самой салферс, мана погода мафбаках даравиеттами, куста савинс по плану юлдар. Рабочие уже вырыли котлован для строительства второго 75-квартирного корпуса. Это канализация Маханварду юлдар, канализация, газопровод. Мана фалия кадафит ТПСВР там уже, подстанции электрические. Я фасме взяли насосный мадар мана ина корибовнал здесь там уже насосный дархомарайдаем кен. Так что alle коммуникации тец, цедарите годесте уже бавах там дондер, канализация дар, газопровод, ривилдар, это костафестан наханай. Также на территории бывшей текстильной фабрики будут возведены еще 2 корпуса. Один из них будет 4-подъездным, второй одноподъездным. Они будут отличаться и планировкой. В этом году строители залили фундамент под строительство и этих 2 многоквартирных домов. Уже к концу 2023 года здесь появится новый микрорайон со своей инфраструктурой. Будет благоустроена и вся территория микрорайона. Анжела Кокоева, Регина Черткоева, Джонни Техов, Зарей Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Теперь о ситуации с коронавирусом. Более 500 тестов в сутки. Огромная нагрузка на санитарных врачей в период очередной волны COVID-19. За последнее время в республике чаще стали фиксировать новый индийский штамм. Врачи еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности и прививаться. Елена Газаева продолжит. Комитет Югосельпотребнадзора продолжает отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Председатель комитета Марина Кочиева отметила, что с учетом ухудшения эпидситуации как в России, так и у нас в республике отмечается рост заболеваемости. Всего за весь период проведено 37 050 лабораторных исследований. Как отметила Кочиева, только за 2 дня проведено более 580 ПЦР-тестов. Из них 119 с положительным результатом. По данным на утро понедельника, под наблюдением
отделением остается 933 пациента. В инфекционном отделении РММЦ около 70 пациентов. Остальные на амбулаторном лечении. Лаборатория работает в усиленном режиме. Когда говорят 20, 30, 60 анализов делаем, то я вам говорю, что за 2 дня 582 анализа были проведены нашими сотрудниками. Наша лаборатория работает в достаточно усиленном режиме для того, чтобы выполнять все те исследования, которые к нам приходят, вот пробы лабораторные. Также санитарная служба проводит сравнительный анализ заболеваемости. Если в августе у нас количество заболевших случаев было на 2% меньше, чем в июле, то у нас, конечно, мы прогнозировали, что в сентябре, вероятнее всего, у нас будет рост. Этому тоже было объяснение, что начинается сезон респираторно-вирусных инфекций. Более того, как правило, когда начинается учебный год, то это тоже дополнительные организованные группы. И, конечно, там легче заболеть от больного в коллективах. И, естественно, вот сейчас мы отмечаем рост. Как и в предыдущие месяцы, в основном болеют жители города Цхинвал. Это порядка 80% всех подтвержденных случаев. Среди сельских жителей отмечается снижение заболеваемости. Среди сельских жителей, значит, по районам отмечается снижение количества заболевших в Ленигорском районе пока что на 16%. Рост отмечается в Цхинвальском районе на 4%, в Знаурском районе на 9% и в Дзавском районе на 3%. И надо еще вот отметить тот факт, что в структуре заболеваемости по возрастным категориям 67% это больные от 0 до 49 лет. Возрастная категория от 0 до 49 лет более подвержена заболеваемости, что из всего количества составляет 67%. С выявлением случаев заболевания в школах и в детских садах и группа, и класс по эпидпоказаниям закрывается на карантин. На сегодняшний день у нас есть по республике ряд школ и детских садов, где закрыты группы или классы. Но вместе с тем есть и школы, которые закрыты полностью на карантин, так как там и среди педагогического состава, и среди учащихся детей есть больные, поэтому было принято решение закрыть эти объекты. На сегодняшний день это 5-я школа продолжает находиться в карантине. Это 6-я школа и 9-я школа. И в Ленигорском районе это Запорская школа. По мере распространения модифицированной версии коронавирусной инфекции по всему миру, врачам Санэпидемнадзора уже было ясно, что в Южную Осетию новый индийский штамм, который в разы агрессивнее предыдущего, также прибудет. В августе отправили биоматериал в Ставропольский противочумный институт. Значит, секвенирование проводится только в определенных лабораториях. И вот одна из них, вот это Ставропольская база, скажем так, противочумный институт. И мы получили ответ, что вот все те анализы, которые мы отправили, да, за исключением там нескольких, которые просто не подходили под эти параметры секвенирования, они все индийский штамм, выявлен индийский штамм дельта. Вот. Ну, собственно говоря, врачи тоже это наблюдали по клиническому течению болезни. То есть она чуть-чуть была особенная, чем прошлогодний штамм. Но, собственно говоря, врачи, медики с этим справляются. И вот сказать, что да, он агрессивнее, он проявляется быстрее. Там инкубационный период меньше, то есть 14 дней есть, но когда появляются первые симптомы, там срок стал более короткий, агрессивнее. И что мы заметили, и врачи тоже, что достаточно большое количество людей, которые
становятся отрицательными, лабораторно подтвержденными позже, чем в предыдущие разы. Бывают случаи, когда месяц человек остается положительным. Глава комитета призвала всех соблюдать меры предосторожности. Это первым долгом масочные и дезинфекционные режимы, а также социальная дистанция. Также Кочиева призывает к вакцинации, что позволит создать иммунную прослойку среди населения. Только сообща мы можем сдерживать вот эту ситуацию, и мы сможем не дать развитию эпидситуации, скажем так, в наиболее худшем направлении. Мы рекомендуем, и я лично рекомендую, чтобы наши граждане отнеслись к этому серьезно и вакцинировались. Тем более вот сейчас идет еще сезон гриппа, и надо быть очень осторожным. Мы заинтересовались процессом проводимых лабораторных исследований. Для того, чтобы войти туда, нашей съемочной группе выдали спецодежду. Она герметична и безопасна. Врач лаборатории познакомила нас и показала все этапы, через которые проходят тест-анализы. Надо отметить, что ежедневно здесь трудятся от 12 до 15 человек, в зависимости от загруженности. Только в сутки обрабатывается от 200 до 500 анализов. Работа трудоемкая и требует особой внимательности. Каждая пробирка проходит долгий этап, после чего врач с уверенностью может сказать, болен человек или нет. Обеззараживание. Она сейчас обеззараживает, то есть она работает сейчас с инфицированным материалом. Вот первые пробирки, которые есть, да, это вот то, что нам приносят. И его нужно обеззаразить. То есть, а во вторые пробирки, это те пробирки, с которыми мы будем дальше работать. И то есть материал вносится в эти пробирки. Затем это скидывается в лоток с D-средством, там есть жидкость D-средства, и это туда скидывается. У нас 3 амплификатора. Раз, два, 3. Этот новый, это наш амплификатор, а это Ветнадзор амплификатор. Они полностью. По словам медиков, многие пациенты приходят сдавать тесты без направления, поэтому санитарные врачи рекомендуют перед сдачей теста на COVID-19 обратиться к участковому врачу или в приемно-сортировочный пункт. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воспитатели, а также все дошкольные работники. Главной миссией этой профессии является воспитание детей. Именно они становятся первыми учителями в жизни детей. Важность этой профессии трудно переоценить. И это день как дань уважения труду дошкольных работников. Ручки держим прямо и делаем ножницы. Раз, два, 3, 4. Обычную утреннюю зарядку воспитатель превращает в необычное приключение. Упражнения становятся интересными и увлекательными. Эмилия Лулоева – воспитательница дошкольно-образовательного учреждения номер 17. В профессии она всего 3 года, но знает, что нашла себя. Ей комфортно с детьми, а им с ней. И уже успела проявить себя как чуткая и отзывчивая воспитательница. Факультет купакутой в одном махузахта. Тедом хус валати макусен бира орзес медом. Охав факультет покутымнан да документа бахас. Махтактар ройгуртан бирас валунджин. Бинунтрсас кумадан. Стай махутас валата мивсмарс валата. Удумма касендар бира орстун. Ама уйтахан ровзаштун хам профессию. Профессия воспитателя не терпит равнодушных людей. Она обязывает быть активным, жизнерадостным, современным и, что самое главное, нужно любить детей. Работа воспитателя забирает силы, энергию, время, но взамен отдает, пожалуй, самое теплое – улыбки детей. Чисакуд ворзы, чисакуден бор автоса рид канам, рсобрса канам. Эмилия Лулоева сама выросла в многодетной семье, поэтому с малых лет имеет опыт воспитания детей. Искренняя улыбка, мягкий голос. Дети с удовольствием слушают свою воспитательницу. Эмира Владимировна Джахарга Архаганак.
Асада. Регулярные курсы повышения квалификации, часы за книгами и в интернете, постоянное развитие, совершенствование – важная часть работы воспитателя. Порой, признается Эмилия Владимировна, жертвуешь личным и семейным временем. Вместо общения со своими детьми, а их у Эмилии 3, готовишь новое занятие. На наш вопрос, какой педагогический секрет у нее есть, Эмилия ответила, что никакого секрета нет. Нужно просто любить детей и самому немного быть ребенком. Стелла Бязарова, Александр Кукоев, Азамат Кудзеев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Шахматисты Южной Осетии поборолись за звание лучшей команды. Первенство по шахматам прошло в Цхинвале. В нем приняли участие спортсмены со всех уголков нашей республики. Результаты соревнований в репортаже Батраза Хуриева. В Цхинвале прошло командное первенство Южной Осетии по шахматам. В соревнованиях приняли участие 8 команд школ города, воспитанники школы шахмат «Белая ладья», а также команда Цынагарской школы имени Гиви Хуриева. Надо отметить, что в Цынагарской школе большое внимание уделяют развитию шахмат. Команда учебного заведения всегда принимает участие на различных республиканских соревнованиях. نفسي شو تسجل بصحيح إذا دخل بالسيستم استعرف تصق كم جارم بدن في تصق هم جسكر يرست كجاني خو بنطة خو مرة شفلا منا سؤال تكرزيل كاين بالانس سؤال تنخصص جوبي كجاني خو جرسنا وزقد أنا كان بدو تختار فلا تختار كذا. Первенство Южной Осетии проводится ежегодно. Организаторами соревнований являются Комитет по молодежной политике и спорту, Федерация шахмат Республики Южная Осетия и Цхинвальская школа-интернат. 20 сентября у нас был День Республики, и в честь этой знаменательной даты мы проводим ежегодный чемпионат республики среди школьников, командный чемпионат республики. Уже 5 лет подряд это мероприятие, одно из самых главных республики среди детей. В очень хорошей атмосфере у нас проходят наши соревнования, у нас очень много талантливых, способных детей. Результаты совершенно непредсказуемые, острая конкуренция в хорошем смысле этого слова. И мы очень довольны, как наши дети себя проявляют. Они из года в год прогрессируют. У нас уже целый ряд юных звездочек появились. Мы надеемся, что в будущем они станут мастерами или даже гроссмейстерами. Все команды играли в одной группе, поэтому каждый участник соревнований провел по 7 партий. По регламенту первенства в составе каждой команды выступало по 3 спортсмена. Сейчас я выступаю в команде «Альбион». Я принимаю участие с большим удовольствием и надеюсь, что наша команда попадет в призеры. Перед соревнованиями явным фаворитом считалась команда гимназии РУС, которая в прошлом году выиграла первенство. Но на этот раз конкуренция за главный приз была намного сильнее. До последнего тура на золотые медали претендовали 6 команд. В конце соревнований удачливо сыграли ученики гимназии «Альбион» и стали победителями первенства республики. В составе команды выступали Алам Бязаров, Алана Тибилова и Анна Тибилова. Второе место досталось команде Цхинвальской школы-интернат, а на третье место вышли представители гимназии РУС. Команды были награждены призами и почетными грамотами. В конце соревнований с юными шахматистами сеанс одновременной игры провели президент Федерации шахмат Южной Осетии Георгий Шавлохов и призер чемпионата республики Андрей Кудоев. Батраз Хуриев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 28 сентября. По всей республике облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем 16 градусов тепла, ночью плюс 7. В Дзауском районе днем плюс 14, ночью плюс 6. В городе Квайса днем плюс 11, ночью 7 градусов тепла. В Ленигорском районе днем 17 градусов тепла, ночью плюс 9. В столице республики в Цхинвале днем плюс 17, ночью 6 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания.